Теремок ТВ представляет! Давным-давно, когда мама и папа были еще совсем маленькими, катались на санках и прыгали через скакалочку, все сказки были добрыми, а фонари – волшебными. Волшебный фонарь покажи, фрегаты, моря, миражи. Волшебный фонарь освети, волшебную сказку пути. Волшебный фонарь. Так, Митя, хватит уже играть в приставку. Сейчас будем смотреть диафильм. Сейчас, Кать, мне тут нужно со сворой псов сразиться. Со сворой псов? И ты не боишься? Не боюсь, конечно. А Тузика соседского боялся. Тузика? Он настоящий. Настоящих собак все боятся. А вот и не все. Шерлок Холмс не боится. А кто такой Шерлок Холмс? А сейчас увидишь. Включаю волшебный фонарь. Злая собака Баскервилей по мотивам Артура Конан Дойля. Однажды к знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу пришел испуганный сэр Баскервиль. В моем замке происходят странные вещи. Так он сыщик, этот Шерлок Холмс? Да, и очень знаменитый. По ночам я слышу вой собаки, а утром во всех комнатах нахожу собачьи следы. Что же тут странного, удивился Холмс. Все очень даже просто. Собака воет, потому что ей грустно, а следы, потому что у нее лапы грязные. И что тут странного? А то, что я очень боюсь собак, и у меня в замке нет ни одной собаки. Нет ни одной собаки? Тогда откуда следы? Митя, в этом-то и загадка. Они отправились в замок, чтобы во всем разобраться на месте. В замке их встретил сторож Джек. Здесь нет никаких собак. Хозяин очень их боится. Это известно каждому. Кать, а он что, про следы не знает? Митя, смотри, не отвлекайся. Шерлок Холмс осмотрел замок, но не обнаружил ничего подозрительного. «Оставайтесь переночевать», — предложил Холмсу сэр Баскервиль. Я бы ни почем не остался. Вот поэтому он попросил Шерлока Холмса, а не тебя. Ночью Шерлок Холмс и сэр Баскервиль проснулись от жуткого собачьего воя. «Ужас!» – закричал Генри и спрятался под одеяло. Кать, а ты можешь не таким страшным голосом говорить? Утром в коридорах замка снова появились собачьи следы. «Я не хочу оставаться здесь ни минуты!» – закричал сэр Баскервиль. Где же эта собака прячется? Почему ее никто не видит? Смотри, Митька, не отвлекайся. Шерлок Холмс внимательно изучил следы. Какая у него классная лупа! Мне тоже такую надо. Дорогой сэр Баскервиль, останьтесь в замке еще на одну ночь. Тайна собаки Баскервилей будет раскрыта. А может, это привидение такое? Во-первых, привидения следов не оставляют, а во-вторых, их вообще не бывает. Ночью Шерлок Холмс и сэр Баскервиль спрятались за портьерой и стали ждать. Кать, а у них пистолетик есть? Хотя бы маленький. Ну так, на всякий случай. У Шерлока Холмса обычно другие методы. В полночь в коридоре раздались шаги, и вскоре появилась большая собака. «Мне страшно!» – зашептал Баскервиль. Какая огромная! Но тут Холмс выпустил из-за портьеры заводную мышку, и случилось невероятное. Собака выгнула спину и мяукнула, и бросилась за мышкой. Собака – это кошка? Ничего себе! Холмс включил фонарик, и все увидели, что это переодетый собакой сторож Джек. «Джек, как вы могли?» – удивился Баскервиль. Это Джек? Сторож? Вот это поворот! «Я очень хотел, чтобы замок стал моим», – заплакал Джек.
Я хотел напугать сэра Баскервилля, чтобы он уехал из замка навсегда. Вот противный. Он сторожить должен, а не пугать. Ай-яй-яй, Джек, теперь вам придется уехать навсегда, сказал сэр Баскервиль. А в замок взяли нового сторожа, хорошего. Ну что, Митя, все еще боишься собак? Соседского Тузика, немножко. И правильно, он наверняка хочет завладеть вашим замком, сэр Митька. Волшебный фонарь покажи, фрегаты, моря, миражи. Волшебный фонарь освети, волшебную сказку пути. Волшебный фонарь